Избрать у него в отношении Ахметова меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять под стражу Ильнура Ахметова гособвинение просило на основании уголовного дела по 2 статьям. По версии следствия, весной 2019 года между Татагролизингом и Муслюмовским районом был заключен договор пожертвования. На безвозмездной основе район получил от предприятия имущество, в том числе здание и сельхозтехнику. Далее, как полагает следствие, Ахметов, как руководитель исполкома, подписал распоряжение о списании имущества с баланса муниципалитета. Но им продолжали пользоваться граждане, приближенные к руководству района. Он совместно с неустановленными лицами путем обмана похитил имущество, принадлежащее Муслюмовскому району в период с марта по август 2019 года, а также превысил свои должностные полномочия, будучи исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Муслюмовского района, чем причинил материальный ущерб Муслюмовскому району на сумму не менее 88 миллионов. Ильнур Ахметов в суде свою вину не признал. Я данный вопрос не говорил. В рабочем порядке ко мне поступали документы с проектом постановления, акты заключения комиссии, где имелись все подписи. Суд далее выслушал позицию следователя. Все-таки, значит, не все свидетели... Они подтверждают факт совершения правонарушений, но именно на все этого они не указывают. Да, на Ахметова не указывают. Именно не все свидетели, получается, правильно я понял? Из указанных моментов. В итоге суд принял решение отклонить ходатайство следствия о заключении Ахметова под стражу. Без удовлетворения. Обвиняемый и его защитник решением остались довольны и зал суда покинули. Нет оснований, которые бы говорили о том, что Ахметов каким-либо образом причастен к совершению преступления. Да, он подписывал подпись в распоряжении, ставил подпись в распоряжении. Однако это не говорит же о том, что он действительно с корыстным умыслом дальше завладел имуществом. Таким образом, Ильнур Ахметов останется на свободе. Теперь ему могут назначить подписку о невыезде, либо обязать являться на допросы. Решение Челнинского суда еще можно обжаловать в Верховном суде республики. А ходатайство что-нибудь от прокуратуры будет? Ну, конечно, будем уже. Добавим, что в этом году под следствие Ильнур Ахметов попадает уже во 2-й раз. Зимой его поместили в СИЗО по делу о превышении полномочий при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию торгового центра. Кровля магазина рухнула в мае 2018-го во время локального урагана. Тогда погибла женщина. Позже Верховный суд Татарстана отменил решение о заключении под стражу, но процесс сейчас продолжается в Муслюмовском суде. И Ахметов является по-прежнему подозреваемым. Отметим, что расследованием обоих дел занимаются сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома. Елена Веселова, Дмитрий Аренин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны.